действительно славились своим мастерством. Ювелирное искусство, золотое шитье, кожаная мозаика, вышивка, ткачество, каллиграфия, резьба по камню, ковроделие, резьба и роспись по дереву, кожаное тиснение. Кажется, для них не было ничего невозможного. Среди умельцев Расул Кочкорбаев. Уважаемые телезрители, мы сегодня не случайно так оделись, потому как мы сегодня снимаем как раз-таки нашу кочевую культуру, наши традиции, наши костюмы. И со мной рядом известный художник, декоратор Расул Салтункулович. Здравствуйте, спасибо большое, что уделили нам время. Итак, вы сегодня у нас в образе лучника. Да, в образе кочевника, лучника. И, как бы сказать, увлекаюсь тоже стрельбой. Прям в яблочко практически. И пятая вот в конце вот. Красавцы. Этот весь костюм, вот доспех, да, вы сделали своими да, руками? полностью собственными руками. Не только этот, я еще и другие покажу. Стрельба из лука, она у вас появилась во время как раз-таки, наверное, вашей деятельности? Ну, вообще с детства как бы все дети интересуются этим, там, делают детский лук. Но у нас так получилось, соседи все лучники оказались. И они, когда стреляют с 70 метров, попадают в точку, просто было желание так же, как они, попасть. И со временем купил лук и тоже стал с ними стрелять. Но тут, окажется, это целая работа. Надо с утра до вечера тренироваться. Да? То есть они по 3 часа, по 2 часа ежедневно тренируются. То есть, если один день тренировки ты пропустил, и как бы уже надо уже навык теряется, да? Надо нагонять, грубо говоря. Ну что, давайте теперь я попробую, наверное. Получится, Давайте, как вы давайте, думаете? Конечно. У новичков получается? Вот отсюда руку поставьте, конечно. Да. Уже неплохо. В особой рекламе умельцы не нуждались. Людская молва лучше всяких современных маркетинговых методов. Однако особым уважением в былые времена пользовались мастера, в чьих руках твердый металл превращался как в причудливые украшения, так и в грозное оружие. Продолжателем традиции можно смело назвать Расула Кочкорбаева. Мы убедились, как вы стреляете виртуозно. И смотрю я, что вы виртуозно также еще и рисуете. Ну, Каждый вообще, эскиз да. доспеха вы сами вот, включаете свою фантазию и все вырисовываете, да? Ну, во-первых, тут как бы два вопроса. Если мы делаем реконструкцию, там уже за нас все в 13-15 веках уже как бы решили, да? Но когда мы делаем варианты, допустим, как вот Турция делает варианты для своих героев, тогда мы уже полностью разрабатываем новый образ, да? Потому что у нас исторически это ламинарный доспех и бригантина, да? Это где кожа используется. А вот, допустим, ламинарный, бригантина — это когда кусочки металла под кожей, да? И как бы кольчуга есть, да? Но 3-4 варианта где-то вот основных доспехов. А из кожи можно делать, ну, миллион вариаций. И, допустим, что показывают фильмы, что на главных героев всегда приходится придумывать новые костюмы. Не какой-нибудь там от себя чина, но как бы рабочий, да, костюм. Вот. Ну, конечно, в кино и как бы для рекламы мы делаем облегченные варианты. Там, где, вот, допустим, металл внутри подкладывается, мы уже его не подкладываем. Наоборот, идем на облегчение, потому что даже мои костюмы весят 15 килограмм. А если они будут, ну, как бы в полном весе, то там до 40 килограммов доходит, да? И вот как бы сниматься в съемочном процессе 40 килограммами очень сложно. Конечно, все фильмы созданы, допустим, «Властелин колец», кольчуги делались из пластиковых трубок, потом в серебро Красили. И этот процесс они выкладывают, что невозможно было там армию одеть в такой. На переднем плане только настоящий металлический, алюминиевый, облегченный. А вот остальные массовка, они были... Массовка, да.
Иногда вот с Казахстана заказывают нам костюмы, вот, на Касымхана заказывали. Вот сейчас, допустим, Тамерлан снимался, 30 костюмов там. Я уже смотрю Вы историю уже своих знаете костюмов. свои, да? Да, но их там классно зафактурили, но как бы основа это моя была, да. И вот все же, вот что нужно, да, вообще вот какие нужны детали, кроме вот кожи и металла, да, чтобы вот воплотить, так сказать, вашу фантазию, да, вот образ, вот именно доспехи, да. Вот это, наверное, трудоемкий труд. Это вот, наверное, усидчивость. Дело в том, что в костюме также есть ювелирная работа, да, то есть накладные металлы красивые, да. Вот это сама кожа, а потом основы, допустим, основы бывают войлочные, основы бывают даже современные какие-нибудь плотные ткани. То есть в костюме можно очень много использовать разных. Вот, допустим, в Турции они вообще используют вот полоса кожи, полоса ткани, да? Как бы в жизни такого не было, но на картинке смотрится красиво. Красиво. Мгм. Расул учился в КГУ-СТА на художника. В этом качестве он был известен долгое время. Регулярно проводил выставки и преподавал живопись детям. Он решил всерьез заниматься бутафорией после съемок фильма «Курманджан Датки» в 2012 году. То есть сейчас, честно говоря, мы в стадии мифотворчества. Вот, допустим, «Викинги» сериал, да, они вообще не соответствуют историческим, но настолько правдоподобно зафактурили, так классно сделали, что «Викинг» сериал прям такой очень красивый получился, да. Но это, вот, допустим, кожаные доспехи, да, это лишь одна часть из этого этномира. В этномире очень много есть металлических доспехов. Я вот потихонечку собираю вот эту базу, чтобы начать с металлом заниматься. Это вот мы кузню построили, ну, собираем инструменты. Вот следующий шаг это вот металлические, да, доспехи. А откуда вообще у вас такая любовь к этому? Ну, дело в том, что вообще мне что-то руками с детства нравилось делать. А в 2016 году так получилось, что на тот момент у нас Эрнест Абдыжапаров начинал фильм «Сайгбай». И мы попробовали сделать образцы, и они успешно прошли. И мы разработали с нуля эскизы и сделали два больших великана. То есть мы первыми в Кыргызстане в 2016 году сделали великанов, я вам фоточку покажу попозже. И после этого вообще целая плеяда пошла великанов, да, после этого фильма. Так сказать, это как бы изюминка стала вообще Кыргызстана, да, а так первым были мы и сделали вот этих великанов тоже вот в этой мастерской. То есть с 2016 года, да, вы как раз-таки начали вот это вот проявлять, так сказать, созидательную часть, да, делая своими руками. Но дело в том, что я вот в Курманджан Датке, когда работал, 2012-2013 год, да, тогда я только зашел в кино, да, и тогда я увидел, что мы некоторые вещи, ну, вообще в аренде нету, да, допустим, там. И вот из-за этих новых задач за 2 года, после 2 лет, после Курманджан Датки, я понял, что, окажется, в принципе, сделать можно все, что угодно. Единственное, я тогда еще не созрел именно костюмам, а костюмам, я сам художник же, как бы, это в 2014 году, я тогда уже задумываться стал, что надо что-то делать на себя, придумать что-то свое. Вот так потихоньку там. Ну, первые работы были страшные. Вдохновившись сериалом «Игра престолов», стал создавать абсолютно потрясающие доспехи. Его работы можно увидеть в кыргызских исторических фильмах, как, например, «Курманджан Датка» и «Саякбая». В один прекрасный день уже стали с Казахстана заказы приходить. И тогда еще вот у власти был Назарбаев, он очень сильно поддерживал историческое кино. Заказывали практически все, да, то есть делаем декорации, вот когда президенты приходят там. И так я познакомился с этим этномиром. Потом в 2019 году мы стали вместе с Санпиплом, нам дали большую задачу оформить декорацию Саудовской Аравии.
Это был очень большой проект. И этот проект, честно, очень сильно вдохновил, чтобы мы, наверное, так сказать, уверенно этим занимались, потому что, что мы туда повезли, я видел тысячи людей, которые фотаются с моими костюмами, и все хотели вот просто сфотаться, потому что людям нравится. Я даже это не видел такого отношения в Кыргызстане, я видел, что за границей меня ценят. То есть людям, оказывается, нравится то, что я делаю. И после этого, честно, очень сильно вдохновился, и как бы хобби стало основной работой. А скажите, пожалуйста, вот сколько по времени, да, уходит, чтобы вот создать вот этот образ? Ну вот я там покажу одну модель, да, вот некоторые костюмы, честно, делаются месяц, некоторые буквально... Один костюм? Да, но это один человек. Если, допустим, я подключаю ювелира, всю ювелирную 70 там, деталей он уже сделает. То есть мне уже легче, я 1 месяц жизни экономлю, да, но приходится как бы за это платить, да. Но лучше платить, чем нежели как бы ускорится время, да, время исполнения. То есть месяц у вас уходит на все про все, да? Да, потому что от создания лекала, дело в том, что лекало создавать, допустим, мне что-то понравилось, мы же не можем плагиатить один в один, надо это изменить, переварить, или с нуля что-то разработать. Есть законы, да, допустим, многие должны, вот, при всей красоте, они должны на лошади спокойно раздвигаться, да, бока. То есть вот это невозможно убрать, вот это то, что придумали, как бы сказать, наши вот предки. Есть такие вещи, которые невозможно убрать, да. То есть есть боковая защита. Есть, допустим, наплечник, он должен двигаться, да. Когда мы крепили наплечник на 2 заклепки, он у нас не двигался. И потом Все приходило вот со временем, допустим, Pinterest помогал, то есть мне настоящие кожевники пришли, да, то есть мы долгое время с настоящими кожевниками работали, от которых я очень сильно получил опыт, да. То есть я стал заказывать доспехи уже у настоящих мастеров. Но это очень дорого, но настоящие мастера мне, грубо говоря, обучили, да. Допустим, мы часто делаем мастер-классы. Взрослым уже их как бы не то, что, наверное, руки заточены под что-то одно. А ребенок спокойно приходит, он может и ремень сделать, и браслетик, и помочь прошить. С детства мастер восхищался красотой средневековых доспехов. Со времен он нашел способ совместить свою страсть и основную профессию, и теперь он создает уникальные доспехи из кожи. Почему вы выбрали именно этно? Ну, это тоже долгий процесс был. Вот, в кино, как бы благодаря Курманджан Датке фильму, я узнал, что юрта делится вот на лево и право, что вот эта сторона мужская, та сторона женская, да. А потом нам приходилось их очень часто оформлять, и режиссер Садык Ширнес, он требовал разный реквизит. А мы поняли, что, окажется, вот, допустим, сзади вас кукур стоит, это Ишена Чаланова кукур, настоящий кукур, да. То есть мастеров, окажется, кто делает настоящие вещи, это единицы в Кыргызстане. И ну, жалко, что это в основном уходит за границу. И тогда я понял, что если бы я собрал как рентал таких дорогих этно-вещей, я бы мог бы давать таким фильмам. И вот эта идея в голове была, а потом мы познакомились с Асхатом Кибаевичем, да, это основателем игры кочевников. И здесь я как бы в этот этномир вошел полностью, да. Вот есть этнолюди, да, я их называю, это те люди, кто продвигает этноценности, ценности, то есть это умение что-то делать, да, не обязательно из кожи, вообще все направление, да. Потом это спорт, очень много видов спорта, этноспортов, да, и самый, ну, пик из этого, я считаю, это вот салбурун, это стрельба на коне из лука. Вы представляете, вот как насколько сложно стрелять стоя, и вот сейчас вот такие люди, как Куванбаки, Асхат Акибаевич, Саматова, то есть обучают детей, представляете, то есть за свои деньги покупают луки, приходят в школу, что вот мы хотим поделиться этими знаниями, потому что их на самом деле, вот, ну, как бы сказать, мастеров во всем Кыргызстане, ну, 20 человек даже не наберется, кто делает на таком уровне, что он
прям вот по всему миру, да, известен. Мгм, мгм. Так получается, что даже вот наших мастеров сперва за границей хорошо как бы уважают, а потом их в Кыргызстане начинают уважать. Вот с этим сам я столкнулся. Где-то около 200 с лишним костюмов у нас ушло в Казахстан, а в Кыргызстан, наверное, ну, костюмов 10 вот так. То есть это вот такая статистика, да, о том, что кто больше ценит. Мгм, Некоторые костюмы даже вот в Америку уходили, то есть тоже кыргызы берут. мгм. Но я рад, что вообще у нас вот игры кочевников появились, да. Конечно, жалко, что мы их передали, но я надеюсь, они к нам вернутся хотя бы там через какое-то время. Потому что это вот привлечение туризма, да, то есть я бы сказал, вот когда игры кочевников пошли, очень много людей получило работу, то есть стали строить фотозоны, стали мастер-классы давать. Допустим, сам браслетик стоит 200 сомов, но мастер-класс на него стоит в 10 раз дороже, да? Ну, 2000. Да, потому что иностранцам интересно, Мгм. что наши женщины делают из войлока игрушки. Натуральный хендмейд, да? А потом вот такие мастер-классы пошли, как производство ремней. А когда был изготовлен первый доспех, было решено развить успех и создать специальный этноцентр, посетители которого могли бы в буквальном смысле прикоснуться к древности и ощутить себя степными воинами в соответствующем антураже. На сегодняшний день над какой картиной вы работаете сейчас? В данный момент мы работаем над полностью постановкой декорации Джамиля. Это будет мюзикл. Впервые за 30 лет. Виктор Леонидович режиссер. И он эту идею носит с 2017 года. Когда мы познакомились, он мне рассказал, что вот я хочу сделать Джамилю Мгм. мюзикл. То есть, представьте, вот как Бродвей в Америке, он хочет это сделать здесь. Я хочу возродить ремесла не только этно, но и то, что было лучшее в Советском Союзе. В Советском Союзе вот урок труда, его надо увеличивать, наоборот, факультатив. Его надо не убирать, да, его надо вот расширять. Это это на самом деле дает больше, чем даже все остальные предметы, я так считаю. Это мое личное мнение. Может быть, я ошибаюсь, но именно благодаря уроку труда, когда мы учились делать каски, да, то есть рубанок, что такое, да, то есть как сверлильный станок работает, как вот токарный станок работает. Вот это когда все объясняли тебе в 6 классе. Я проводку научился в 6 классе делать, когда нам учитель объяснил, что только он идет по 2 проводам, что один провод не бьет, но 2 бьет. То есть он это все как бы обучил и, как бы сказать, основы 6 класса, да, то есть я сам удивляюсь этому, что вот так вот. Все вот с такого возраста идет, да. Поэтому я не хочу как бы уже переучивать взрослых, легче научить молодых, да, которые уже сразу все поймут. И в Бишкеке есть такие, как Чуйкова, Чокморова, такие училища, да, они после 9 класса принимают, и их на самом деле очень мало. На одно место до 25 желающих, представляете, на одно место. А куда все 24 пойдут? Они пойдут на совершенно другие профессии. Часто вот знакомые ходят на профессию такую, как юрист, экономист, но в большинстве они потом не работают на этих профессиях. Мгм. А мы забыли, что урок труда, он у мальчиков вызывает желание, да, допустим, кто-то пошел бы на плотника и делал бы дорогие столы и зарабатывал бы намного больше, чем эти, допустим, другие профессии, да. История военного искусства и вооружения кочевников очень богатая. Еще со времен эпохи каганатов и монголов, времен Чингисхана, привлекала внимание исследователей, начиная с середины прошлого века.